у него это было настолько органично, он читал вот как будто, причем новые, которые никогда не видел. Он мне рассказывал когда-то с Шостаковичем, они у него дома наспор, значит, читали партитуру, кто лучше, кто быстрее прочтет. И Шостакович, кстати, великолепно тоже читал партитуру. И сам признал Шостакович, что Анатолий Алексеевич читал лучше. Понимаете, это тоже дорогого стоит. И вот таких массы вещей он мне рассказывал. И самое главное, что у него практически вот все композиторы, которые у вас на слуху, самые наши известные белорусские композиторы, они учились именно у Анатолия Алексеевича Богатырева. Это и Вагнер, и Глебов, и Смольский, и Лучунов, кстати говоря, тоже у него учился. Но мы были молодые все. Кортес у него учился. Да, в общем, все. И что самое главное, что смотрите, вот мы назвали сейчас имена, и они все абсолютно разные. Все абсолютно. Есть педагоги, и мы их знаем, которые стилистически учат, так сказать, под себя. Вот они все начинаются копии быть маленькие, вот такие вот все. Знаете, пишут профессионально, грамотно, но это все клоны вот этих великих имен. А Анатолий Алексеевич, он совершенно не давил, он совершенно своим авторитетом и своим творчеством, он никогда не показывал, кстати, примеры из своих произведений. Он все время брал в библиотеке совершенно другую музыку и показывал на этой музыке форму, и все, и как это все делается, и всю эту кухню. То есть он никогда не... И абсолютно разрешал практически в любом стиле писать. И заметьте, они все разные, совершенно все разные у него композиторы. Вот как вот он только чуть-чуть помогал, чуть поддерживал, чуть по-отечески, чуть-чуть направлял, но совершенно не давил своим авторитетом. И поэтому у нас такие все разные композиторы, и слава Богу. Но вот то, что мы с Леонидом Ильичем начали потом писать песни, мы, конечно, скрывали. Мы же в консерватории начинали писать понемножку так песни, эстрада, что-то такое. Но он к этому относился так, мы знаем, так это довольно строгий был. Это мы ему не говорили. Это потом немножко. Хотя это огромное, то, что вот школа основная заложена. Так что нам абсолютно безразлично, в каком жанре сейчас работает, или это симфоническая, или это эстрадная музыка для театра, для кино. У нас писали песни, рок, джаз, все что угодно. То есть это, если иметь хорошее зерно, хорошую основу, это потом, конечно, вырастает в очень хорошие побеги.